Предвыборная кампания в Абхазии проходит под жесточайшим прессингом российских СМИ и анонимных ресурсов, якобы абхазского происхождения, которые пытаются манипулировать общественным мнением, склоняя его в пользу провластного кандидата, откровенно шантажируя различными санкциями со стороны стратегического партнера. Провластному кандидату нечего предложить избирателям. Он упорно уходит от обсуждения актуальных вопросов, волнующих общественность, сделав ставку на вбросы, фальсификацию и дискредитацию своих оппонентов в инфополе, где, не дожидаясь результатов выборов, нам уже назначили президента. Выглядит это как информационная война России против народа Абхазии. Незаконные опросы населения, санкционированные бжаневскими чиновниками, проводятся с ежедневной частотой. Людей караулят на улицах городов, звонят по телефонам из Москвы и Петербурга и прогнозируют победу провластного кандидата в первом или втором туре, мало заботясь о достоверности данных и полностью игнорируя законодательство Абхазии. А мне вспоминается скандал вокруг другого опроса, проведенного несколько лет назад Абхазским центром стратегических исследований. Уж не знаю, что возмутило наш МИД, чекистов, в том опросе результаты не были опубликованы, но давление на его инициаторов оказывалось нешуточное. Несмотря на высокий статус директора центра, его лояльность действующему руководству страны и даже официальное согласие тогда еще президента Бжаня на проведение опроса. Нынешние предвыборные опросы не вызывают никакой реакции у МИД, Совбеза, чекистов или прокуроров, несмотря на то, что проводятся иностранными научными центрами в нарушении законов нашей страны. Вряд ли можно считать весомым заявление ЦИК о незаконности проведения опросов, так как на него не откликнулась ни одна госструктура, призванная защищать абхазские законы. По сути дела, российские СМИ подменили предвыборную кампанию провластного кандидата, бывшего вице-президента Бадры Гунба, дискредитацией его оппонента Адгура Ардзенба. Работа грубая, непрофессиональная, но для абхазского общества, неискушенного избирательными технологиями, сойдет. Можно выставлять абсурдные и противоречащие друг другу фейковые документы, которые, по мнению политтехнологов, должны скомпрометировать основного конкурента провластного кандидата. И здесь есть так называемый компромат на любой вкус. Один якобы документ свидетельствует о том, что оппозиционный кандидат принял условия российских олигархов и продолжит политику экс-президента Бжани. Другой, совершенно противоположный, свидетельствует, что он турецкий агент. Грубо сфабрикованные тексты, подписи, скопированные из Википедии, и фотомонтаж всенародной поддержки кандидата от власти. Ну и черт с ним, что технологи, не погруженные в абхазскую действительность в силу своей неосведомленности, не заметили, что в кадр попали давно умершие люди. Все способы хороши для воздействия на весьма наивный и подпадающий под влияние любого печатного слова электорат. Пенсионерам предложен дамоклов меч в виде отказа от выплат России из советской пенсии, для инакомыслящих лишение гражданства России по бжаневскому списку врагов России. СМИ официальные и анонимные уже начали оглашать имена граждан, лишенных российского гражданства, угрожать лишением тем, кто открыто выступает против власти, представителям гражданского общества, общественным активистам. В списке виновных ветераны войны, участники национально-освободительного движения, молодежь. Всех врагов России объединяет только одно: они оказались личными врагами Бжаня, помешавшими его планам по уничтожению абхазской государственности. И, пожалуй, единственное, что меня удивляет, с какой легкостью стратегический союзник лишает граждан Абхазии неугодных лично Аслану Бжане и его клике естественного права на передвижение. Позвольте, они российские или политики еще месяц назад возмущались тем, что социальный переток электроэнергии из России уходит в добычу криптовалюты, что абхазские чиновники наживаются на дешевом электричестве, поступающем в Абхазию, и крышуют этот бизнес. Или этим занималась и занимается не та самая абхазская власть, которым теперь адресована явно санкционированная свыше поддержка официальных российских СМИ. А теперь о сухом остатке.
остатки, или о том, что ждет нас, если в страну вернется анквабовская бжаневская повестка, которая привела к народным протестам 15 ноября и стала причиной отставки провальных чиновников. Поддержка иностранного олигархата и уничтожение абхазского бизнеса, многократное повышение цен на товары первой необходимости в результате вступления в силу анквабовского постановления об увеличении таможенной пошлины. Сейчас оно временно приостановлено указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганба. Многократное повышение тарифов на электричество, продажа энергетической отрасли и еще одно повышение цен на все. Демографическая катастрофа, возвращение к теме апартаментов, продажа недвижимости иностранцев, уничтожение абхазского бизнеса и распродажа государственных активов. И это соглашение о льготах иностранным инвесторам. Гонения на инакомыслящих, на оппозицию, общественных активистов, неправительственный сектор, коррупция, дальнейшая узурпация власти. Стоит ли говорить о внешней политике? Может, кто-то не заметил, что за последние 5 лет наше внешнеполитическое ведомство кардинально сменила курс и отказалась от работы по признанию нашей страны? Тогда советую обратить на это внимание. Вот и возникает вопрос, кому на самом деле адресована информационная поддержка марионеточного кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунба, доказавшего за 5 лет нахождения во власти в должности вице-президента свою полную неспособность принимать решения в интересах страны? Ответ очевиден. Нашей коррумпированной власти, которая ввергла в страну в кризисы всех видов. Экономические, энергетические, экологические, которые и еще себя проявят, общественно-политические. Конечно, страна у нас маленькая. Деньги большие, давление колоссальное. Народ неискушенный технологиями. Но хочу обратить внимание многочисленных социологов, политологов и аналитиков, что в ответ на политику кнута в обществе нарастает недоверие к стратегическому союзнику и подозрение в тайном сговоре Москвы и Тбилиси.